Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Босого», веду ее я, Молдалиев Орозбек. Сегодня будем рассматривать государственную политику в сфере религии. Гости нашей студии: первый заместитель Госкомиссии Кыргызской Республики по делам религии Чотаев Закир Жеңишбекович и заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений Международного университета Алатоо Нурлан Асанович Исмаилов. Они были членами рабочей группы по разработке концепции религиозной политики Кыргызской Республики, принимали непосредственное участие в подготовке концепции религиозного образования и внесении изменений и дополнений в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Телефон студии 680606. Добро пожаловать в Босого, уважаемые гости. Мы, как я уже сказал, будем обсуждать сегодня государственную политику в области религии. С года независимости у нас существенно возросла роль религии в жизни общества, интерес религии возрос. В то же время появились негативные аспекты в области религии в жизни населения. Поэтому мы хотим обсудить с вами, во-первых, начнем. Каковы основные положения государственной политики в области религии? Мы с атеизма пришли, строим демократическое общество, демократическое государство. Демократии нам еще идти, конечно. Поэтому сказать однозначно, что мы построили демократическое государство, не можем, но тем не менее у нас в области религии уже выработана своя позиция, поэтому хотим вот этот вопрос обсудить. Кто из вас начнет? Каковы основные положения отношений государства и религии по законодательству, которое у нас имеется? Можете начать с Конституции, потом законов. Мы, конечно, начнем с основного закона Кыргызской Республики, это Конституция, статья 1, говорится, что Кыргызская Республика является правовым, демократическим, светским, социальным и так далее государством. На сегодняшний день в рамках реформирования данной политики и более четкой регламентации взаимодействия государства и религии была разработана концепция государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Основывалась она на одном из положений национальной стратегии устойчивого развития. В чем основные или законодательные основы данной политики? Конечно же, это светское государство, где религия и религиозные культы отделены от государственного управления и политического процесса. С другой стороны, в рамках этой светскости мы говорим, что всем обеспечивается свобода совести и вероисповедания в нашей стране, равное отношение ко всем религиозным организациям. Но надо отметить, что в концепции мы попытались сформулировать, наверное, модель светскости для Кыргызской Республики, показать, что на самом деле государство должно регулировать через нормативно-правовые акты деятельность религиозных организаций. С другой стороны, определили основные направления, которые необходимо реформировать, и на чем мы должны основываться. Мы должны хорошее выстроить взаимодействие государственных органов и религиозных организаций в рамках действующего законодательства. Должны хорошо проработать и улучшить систему предоставления религиозного образования. Также предусмотрена работа со средствами массовой информации по предоставлению информации по религиозным вопросам. И, конечно, важное направление – это мы выделяем профилактические мероприятия или предупреждение распространения радикализма и экстремизма в нашей стране. Потому что на сегодняшний день мы должны четко понимать, что религия – это очень важный аспект в жизни нашего общества. С другой стороны, религия никоим образом не должна смешиваться с понятием радикализма и экстремизма. И в данном случае очень важно отметить, чтобы в нашей стране обеспечивалась свобода вероисповедания, но религиозная деятельность не нарушала действующего законодательства. И над этим мы сейчас активно работаем, прорабатываются различные мероприятия и направления. И все, конечно, основывается в рамках действующего на сегодняшний день правового демократического государства. Потому что, если приведем примеры других стран, то очень легко сделать жестко, можно ограничить, зажать деятельность религиозных организаций. Но тогда мы перестанем быть демократическим государством. И поэтому в рамках той режим, который у нас сегодня принят в нашей стране, мы стараемся работать для того, чтобы соответствовать действующему законодательству.
Спасибо. Теперь второй вопрос. Вот каковы основные принципы государственной политики в сфере религии? Пожалуйста, вы продолжая эту мысль. Да, я хочу добавить, что вот в целом государственную политику в сфере религии вот после 1991 года, после провозглашения независимости, можно разделить на двух основных этапов. Да? Первый этап – это этап после принятия первого закона о свободе вероисповедания и религиозных организаций 1991 года. Этот закон был достаточно либеральный, очень либеральный и не устанавливал каких-либо ограничений для формирования религиозных субъектов, а также объектов. Так? И в течение 10 лет у нас были открыты очень много религиозные объекты, мечети, медресе, молельные дома. Были зарегистрировано достаточно много религиозных организаций. Так? Но в то же время закон показал, что еще народ и общество, а также религиозные организации, они не были готовы столь такого либерального отношения со стороны государства. И создавалась некая такая конкурентная ситуация между религиями. То, что религиозные организации получили агитировать на улицах, даже в университетах, учебных заведениях, общественных местах. Да. И вот эта ситуация создавала определенной степени конфликтные ситуации между религиями. Как мы знаем, в конце 90-го года, в начале 2000-х годов были очень много конфликтов на межрелигиозной почве. Поэтому в 2008 году был принят второй закон о свободе вероисповедания религиозных организаций, который устанавливает определенные ограничения регистрации религиозных организаций, а также для агитации, пропаганды религии. Так, устанавливал некий механизм, который регулировал ввоз, а также вывоз религиозной литературы, миссионерскую деятельность и так далее. И в целом закон 2008 года противоречит, то есть, в принципе, вот это положение 2008 года закон, да, противоречит положению 1991 года. То есть, и здесь получается такая позиция государства, что государство сначала дает права, устанавливает либеральный режим, получает результат, и в последующем уже пойдет на ограничение этих прав. Да. И были очень много критики со стороны общественных организаций, религиозных организаций, со стороны международных правозащитных организаций и так далее. И почему государство пошло на такой шаг, на такое установление такой жесткой системы? Потому что сами религиозные организации в определенной степени создали очень для общества, для государства такое сложное положение, сложную ситуацию. И вот всегда в государственное регулирование каких-либо отношений, каких-либо сфер очень важно найти золотую середину. То есть не такую суперлиберальную систему или такую жесткую систему, а между ними, да, чтобы была эта система выгодна и для общества, и для государства. И сегодня государство идет к этому, чтобы создать более благоприятную ситуацию всем религиозным организациям. Поэтому прежде всего здесь государство опирается на таких принципов, как автономия религиозных организаций. Если религиозные организации не нарушают законодательство Кыргызской Республики, да, не нарушают покой, не угрожают безопасности Кыргызской обществу, тогда государство поддерживает таких организаций. Но однако, если организация определенной степени своей деятельности угрожает безопасности населения, тогда государство уже устанавливает очень жесткий режим в отношении таких организаций. Поэтому современная система государственно-религиозных отношений, она постепенно строится на основании принципов
принципов как кооперация, то есть это сотрудничество. Сегодня идет сотрудничество со всеми религиозными организациями со стороны государственных органов. Это, например, противодействие экстремизма, терроризма. И создан межконфессиональный совет, который деятельность направлена на установление межрелигиозной толерантности, межрелигиозного согласия. То есть, таким образом, постепенно государство набирает определенный опыт в регулировании деятельности религиозных организаций. Конечно, в этой сфере возникают и другие проблемы. Какие проблемы? Я хотел бы остановиться на основной проблеме, да, будущей. Какие могут быть проблемы в этом? Может быть, немножко мои мнения это грубо, да, я как эксперт, как специалист в этой области особо опасениям не отношусь, вот и экстремистских организаций и так далее. Почему? Потому что они открыто осуществляют свою деятельность, и правоохранительные органы имеют в отношении них определенные методы, да, борьбы экстремистскими организациями, террористическими организациями и так далее, и так далее. Очень опасная тенденция идет скрытая политизация, постепенная политизация религии, особенно исламской религии. Вот эта тенденция, она достаточно опасная тенденция. Почему? Потому что исламизация, то есть это политизация исламского общества, исламского сообщества, она не идет открыто никогда, она идет скрыто, она идет, этот процесс идет в закрытом виде, да? И поэтому установить какой-то определенный уровень, да, доказательства очень тяжело. Сегодня у нас нет в руках, нет у нас как бы открытый такой анализ, мониторинг, настолько политизируется религия, религиозная организация, так? Увеличивается количество мечетей, медресе. Но, однако, кто их спонсирует, кто создает, кто формирует, какие организации зарубежных поддерживают их, вот четкий такой мониторинг, исследование в этой области у нас в данное время нет. Поэтому все эти аспекты, они действительно, я думаю, являются проблемными в будущем. Мы к этому вопросу, вот во второй части подняли, мы к этому вопросу вернемся. Хочется напомнить, что с принятием закона 2008 года государство несколько запоздало. Потому что, помните, в начале 95-х годов резко осложнилась религиозная ситуация в регионе. Да. И в связи с ужесточением в соседних государствах законодательства и практических мер ряд экстремистских организаций исламского направления спокойно перебазировались в нашу республику. Да. В частности, Хизбут Тахрир партия. Потом в 1999 году, в 2000 годах было вторжение исламского движения Узбекистана. Так что вот это государство вынудило принять вот такие законодательные меры. Но к этому мы еще вернемся. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете Босово, телефон студии 680606. Теперь мы слушаем вас. Назовите себя и вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ханбек, я из города Канта звоню. Ханбек из города Канта звоню. Вот так, молодец, Ханбек. Вы тот раз тоже выступали, а потом исчезли. Слушаем вас, Ханбек. У меня такой вопрос. Сначала будет два вопроса, один гостям, один вам, ведущему. Давай. Первый вопрос гостям. Так как программа идет на русском языке, поэтому хочу на русском задать. Так бы. Можете на кыргызском, на русском, разницы нет, Ханбек. Хорошо. Вы скажите, вот вы сейчас сказали, что идет политизация религии, да? Она не идет, она уже давно пришла, она уже в Белом доме у нас сидит, в парламенте. Понимаете, когда вот уже разрешили там читать намаз-хана открыли. И если ты в парламенте депутат, если ты не будешь говорить худай вируса или еще что-то такое, то тебя уже нормально, как за нормально не принимают. Хотя, считая сам намаз, я считаю, что это, понимаете, не вот полностью уже политизирована наша религия. И даже некоторые религиозные деятели,
руководители духовного управления мусульман, например, они сейчас уже открыто говорят, что они не подчиняются закону, а подчиняются шариату. Об этом почему-то мы молчим, понимаете, подыгрываем им. А теперь ведущему Розбек Абдусаламович, вы как кандидат политических наук, я вот у вас хочу узнать ваше мнение, лично ваше мнение. Скажите, пожалуйста, вот в демократической стране, где парламентская система, многопартийность, люди имеют право на разные мнения, так же? Так или не так? Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, тут меня отвлекли. Например, вот у нас мы, Кыргызстан, демократическая страна, президентская парламентская система. Парламентская система, значит, многопартийная система, также? Да. Значит, у каждой партии своя идеология, своя программа, разные мнения у людей. Почему у нас в Кыргызстане в последнее время за мнение начали осуждать, понимаете? И начали вот открывать уголовные дела политическим оппонентам. И сразу же начинают ставить такую статью, что будто они хотят захватить власть законную. Это, наверное, что-то у нас в Кыргызстане не то, 1937 годом пахнет. Ответьте, пожалуйста, разве это можно демократический парламент в стране такое быть? Спасибо за вопрос. Сейчас будем отвечать, Ханбек, по мере возможности. Пожалуйста. Ну, наверное, по первому вопросу я прокомментирую то, что сейчас мы имеем угрозу политизации, как сказал Нурлан Асанович, но до сих пор пока, когда мы говорим, идет политизация ислама, это уже факт, когда, допустим, созданы политические партии на основе ислама. Тогда мы говорим, что идет политизация религии. А пока идут скрытый процесс, как говорит Нурлан, или попытки, или такие стремления, или, может быть, тенденция, или потенциальная угроза. Но на сегодняшний день мы не имеем в парламенте политических партий, которые созданы на принципах религии. И в данном случае сегодня действуют законы Кыргызской республики, когда политические процессы должны быть отделены от религиозных, и религии, представители религиозного культа не должны вмешиваться. Другой факт, что имеется нарушение данных положений, и по данному вопросу работают и правоохранительные органы, и в своей компетенции работает Госкомиссия по делам религии, когда религиозные организации выходят за рамки своих деятельности, то есть за рамки определенной сферы деятельности и начинают вмешиваться в какие-то политические процессы. То есть были примеры, когда религиозные лидеры пытались агитировать за политические партии, мы давали предупреждения религиозным организациям, но это были единичные случаи. Потом были и случаи, когда они повторялись. Опять же, мы давали Да, здесь есть определенный установленный законодательный механизм, ограничивающий деятельность религиозных организаций, то есть деятельность религиозных организаций, да, в сфере политики, политической деятельности. Политические организации не пытались привлекать религиозных организаций, религиозное сообщество в политике. Но однако есть другой вопрос, очень важный вопрос, какова именно тенденция самого общества. Если общество действительно религиозность, такая задача перед государственным органом и прежде всего перед религиозным организациям, чтобы использовать вот это потенциал религиозное сообщество или верующих, да, в сфере реализации социальной политики, решения социальных вопросов. Иначе постепенно уже может быть такая вылазка или попытки, что постепенно определенные религиозные группы
как бы пытаться участвовать в политических играх, политические процессы. Поэтому в этой ситуации уже мы будем сталкиваться открытой политизацией религиозных сообществ и религиозных групп. Ну, здесь нам можем разграничивать политизацию религии и радикализацию религии? Но я думаю, что здесь вопрос политизации религии, радикализации имеет какие-то, может быть, пересекающиеся моменты. Да? Если мы говорим религия, она связана с духовностью человека. Оно относится где-то больше к социальным процессам, к твоим личным процессам. А когда оно выходит за рамки твоей, вот именно духовной твоей жизни, переходит в рамки вмешательства во все сферы жизнедеятельности, то это уже, наверное, крайне радикальный подход. И где здесь мы видим политику, что по закону у нас нормальным считается, что религия, она для твоей духовности. Если сейчас она переходит в сферу политики, то есть она выходит, то есть, получается, проявляется крайним образом, то мы говорим уже о радикальных каких-то тенденциях, которые выходят за рамки общепринятых и за рамки действующего законодательства и переходят в сферу других вмешательств, в другие сферы, которые можно толковать как уже радикализация. Да, радикализация, да, хочу добавить, можно и изучать как бы по другим аспектам тоже, потому что радикализация может постепенно идти, то есть прям как бы определенные группы пытаются сегодня в прямом смысле реализовать религиозные нормы, которые в определенной степени противоречат светскому законодательству, то есть законодательству Кыргызской республики. Да? Возьмем опять же вот это многоженство. Следующее. То, что некоторые религиозные группы, они сегодня, когда проводят агитации, пропаганды, они абсолютно не соблюдают законодательство Кыргызской республики. Да. То есть, следующее – это некоторые религиозные группы даже не отправляют своих детей в школу. Они в немалом количестве уже. Так? Некоторые религиозные группы, они одевают хиджаб даже несовершеннолетним девочкам, да? 9 лет, 7 лет, 5 лет и так далее. То есть, вот такого вида, такая радикализация сегодня существует, и государственные органы очень четко должны пресекать такие виды деятельности. Например, некоторые призывают не праздновать Норус или 8 марта и так далее. То есть, неуважение государственной политики, государственной системы, это тоже, как бы, я считаю, один из видов радикализации определенных религиозных групп. Здесь возникает вопрос, почему это происходит? Почему священнослужители или они не понимают, или они это умышленно делают, тоже вопрос. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот хотела сказать несколько слов по поводу высказывания предыдущего слушателя. Пожалуйста, вы назовите себя имя. Меня Айпири зовут. Как? Айпири из Бишкека. Айтерек? Айпири. Айпири. Пожалуйста, Айпири. Вот, я вот хотела сказать, намаз Джугорку Кенеша — это все-таки свобода вероисповедания или все-таки вот политизирование религии? Ну, мне кажется, на сегодняшний день, что мы, когда говорим о свободе вероисповедания, мы должны создавать условия для реализации своих каких-то религиозных надобностей, культов. Но это для себя. Есть внутренняя, наверное, свобода вероисповедания сферы и внешняя. Внешняя относится, когда вы распространяете религию, которая должна регламентироваться четко законом. Внутреннее вероисповедание — это относится к каждому человеку. И что касается молельных комнат, то международная практика мировая показывает о том, что необходимо, если мы обеспечиваем свободу вероисповедания, то необходимо такие условия все-таки создавать. Единственное, что в данных молельных комнатах не должна проводиться никакая другая религиозная деятельность. И это все должно быть в рамках для предоставления услуг верующим. И данный вопрос еще обсуждается очень активно и среди гражданского общества. Но на сегодняшний день мы имеем факты большого количества вот этих услуг, которые предоставляются где-то по необходимости и в рамках своих целей, а где-то из них уже делают другие виды. То есть какая-то небольшая мечеть уже называется намазхана,
какой-то небольшой религиозный объект, где проводится полная религиозная деятельность, ее пытаются назвать молельная комната. Это неправильно. Каждое определение, оно должно находиться именно в рамках того назначения, для которого оно служит. Здесь вопрос такой возникает в связи с этим вопросом. Ведь неоднократно поднимается вопрос, это противоречит законодательству или нет. Да, слушаем вас, пожалуйста. Саламатчылык, айтериңиз, сурооңуз, атыңыз ким? Бишкек шаарынан Айлым Төрөкан. Төрөкан? Бүгүнкү күнү ислам дининин саясатташып бараткандыгынын себеби көпчүлүк учурларда бийликтин жакшы иштей албагандыгынан мамлекет ичиндеги саясат жакшы жүргүзүлбөй жатат. Мисалы, мынау акча чыгымдар токтотуу маселеси, жана ошондой эле ажырашып кеткендердин көпчүлүгүнө ошол бийликтин түзөтүз кийлигише албагандыгынын кесепетинен даталуу күндөрдү белгилөө, өлүмдөрдү баягы жаназа окуу процесстери акыркы сапарга узатуу жоболорун азыркы мезгилге ылайыктуу маданият таштырбастан же илим билимдин негизине ылайыкташтырбагандыктын кесепетинен диндин көпчүлүк учурларда аралашып жана кийлигишип жаткандыгы бул жалган эмес. Ошону мен туура эмес деп эсептеймин. Бишкектен Айлым Төрөкан. Рахмат сиздин пикириңизге. Пожалуйста. Сиздин айткан көп маселелерди мен диндин саясатташуусу катары көрбөйм, анткени жаназа окулуусунда ал жерде жаназа эгерде мусулман жаран болсо, ошондо осуят калтырса, ал албетте парз болуп саналат менимче, дин эркиндиги. Экинчиси чындыгында жанакы ажырашуу маселелери же болбосо кээ бир экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүүдө дин ишмерлерди өтө активдүү мамлекет бул жерге колдонуп атат, же болбосо белгилүү деңгээлде ошолордун жардамы менен ар түрдүү мероприятияларды өткөрүп атат. Бул нормалдуу нерсе, анткени сиз жакшы билесиз, Советтер Союзунун убагында дагы, бүгүнкү күндө дагы коомдук уюмдарды ушул жааттарда колдонуп, андан белгилүү жыйынтык алуу бир мамлекеттин мемеси, ишмердүүлүгүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Бирок тилекке каршы диндин саясатташуусу бул эмне? Ошол диний түшүнүктөгү адамдарды саясий багытта колдонуу, шайлоо учурунда бийликке келиш үчүн, же болбосо бийликти кармап туруш үчүн мына ушул маселе диндин саясатташуусу болуп саналат. Жана чындыгында ал ар мамлекетте ар түрдүү багытта өнүгөт, ар түрдүү тенденцияда өнүгөт. Сиз өтө туура айтып өттүңүз, мамлекет күчтүү болгон сайын, мамлекеттик башкаруу система кубаттуу болгон сайын диндин саясатташуусу азаят. Анткени көбүрөөк да элдердин ишеними, элдердин таянычы мамлекет боло баштайт. Бирок тилекке каршы мамлекет баягы алсыз болгон учурда кээ бир алсыз саясатчылар ошол диний түшүнүктү өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, бийликке жетиш үчүн колдонушу мүмкүн. Бул өтө жагымсыз тенденция, жагымсыз абалды жаратышы мүмкүн да. Рахмат, жанагы сурообузду кайрылып келелик. Айта бериңиз, сурооңузду угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло, айта бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз ким? Айта бериңиз сурооңузду. Атым Эрнис. Эрнис, айта бериңиз. Эми айтат да дин кийлигишип атат, дин кийлигишпей эле өзүн эмесине атпайбы? Функциясы эмнечи? Анан мен саясатташып кетти дегенге мен каршымын да, ошону айтып коеюн дедим эле. Кайсыга кийлигишкенине каршысыз? Жок, каршы эмесмин, ал саясат кийлигишкен жок да, кийлигишип атпайбы тиги бакечи. Макул, рахмат Эрнис. Кийлигишкен жок дейт бул. Мындайда диний уюмдардын бүгүнкү күндө саясатка кийлигишкенин аны мындай ачык көз менен карап, мындай анализсиз кароо мүмкүн эмес да. Бул эч качан бир да мамлекетте ачык түрдө жүргүзүлбөйт. Мисалы экстремисттик, террористтик уюмдар бул өз ишмердүүлүгүн ачык жүргүзүшөт. Ошондуктан алар менен күрөшүү бир аз, мен как изилдөөчү катары айтам, оңоюраак болот дагычы. Бирок диндин саясатташысы бул жабык тенденция аркылуу жүргүзөт. Муну ачып көрсөтүү да өтө кыйын болуп саналат. Буга бир нече мисал көрсөтөлү да. Канча биз 90-жылдан бери көрүп атабыз, кээ бир саясий лидерлер диний түшүнүктүү саясатка колдонгонго аракеттер болуп атышат. Андан кийин мамлекеттик ошол системага белгилүү деңгээлде орнотулуп калган системага
мындай таш ыргытканга да аракеттер болуп атат. Азыр Орозбек Абдусаламович айтып өттү, жанакы 8-март Нооруз майрамы боюнча да. Эмне үчүн мындай тенденция болуп атат? Анткени бул мамлекеттин системасын кээ бир күчтөр аркылуу ошол кытыгылап көрүп атат да, сынапчы. Канчалык бул мамлекет күчтүү? Эгерде ошол жүргүзүп аткан саясатка биз таш ыргытса канчалык деңгээлде ал адекваттуу жооп бере алат же жооп бере албайт деген бир вызов, чакырык болуп атат булчу. Ошондуктан Кыргыз Республикасында бүгүн диний уюмдарга, диний окуу жайларга, диний объектилерге эң идеалдуу шарт түзүп берген Борбордук Азия өлкөсү болуп саналат. Бирок биз ошондой шартта туруп, кээ бир оюндарды жүргүзүү менен бул баягы мамлекеттин ишеничин эме кылып албашыбыз керек да, булгап албашыбыз керек, жоготуп албашыбыз керек. Здесь возникает такой один вопрос. Вот в связи с вопросами радиослушателей и вот процесс обсуждения. Знают ли религиозно лица и организации свои обязанности перед законом? Алло. Потому что государство, есть такое положение, что незнание законов не освобождает от ответственности. Тем не менее, вот такая работа проводится среди священнослужителей, или они не обязаны об этом знать? Вы знаете, это наиболее больная тема, которую мы наблюдали с получением независимости. И вот с принятия концепции мы, наверное, начали эту работу. Повышение информированности и грамотности как по вопросам религии, так и по вопросам законодательства среди гражданского общества, местного сообщества, наших граждан, религиозных деятелей. Я думаю, уже какие-то планы мы имеем на сегодняшний день. Но очень часто мы также имеем и подмену ценности. То есть в том, что говорил сейчас Нурлан Асанович касательно того, что политизация религии, как мы можем фиксировать эти факты? Если же какая-то деятельность идет вразрез действующему законодательству, ее надо фиксировать и незамедлительно. Иначе же мы будем дальше видеть эту тенденцию все большего и большего наращивания этих нарушений. И я думаю, что именно профилактические мероприятия, в том числе и долгосрочное улучшение системы религиозного образования, должно определить, показать, что мы живем в советском государстве. Вот эти законы должны исполняться. Вот эта сфера деятельности для религиозных организаций, вот эта религия и свобода вероисповедания для тебя. И ты не должен из нее выходить. И по данному вопросу мы проводим профилактические мероприятия, разработали, опубликовали некоторые специальные методические пособия для школьников, для местного самоуправления, представителей гражданского общества. Поэтому в данном вопросе работа должна идти не только со стороны государства, но и также и со стороны гражданского общества и религиозных организаций. Да, Закир Джансович, я хочу дополнить. Помните, вот когда проводились аттестации религиозных деятелей, имамов начиная, с них требовалось знание законов светских. А теперь сұраңызды. Атыңызды айтып, сұраңызды береріңіз. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Бишкектен Медер. Медер, айтып беріңіз. Биздин мамлекетте эң эле мындай орчундуу маселе мындай болуп атат да. 85% мисалы мусулмандарбыз да, баарыбыз эле туурабы. Анан азчылыгы башка диндегилер. Анан көп жерде мисалы өткөндө жана жума күнкү 1 саат узарткан боюнча ошондо талкуу болгондо азчылыктын пайдасына чечилип атат да, мындай айтканда, себеби көпчүлүгүбүз жумага барабыз да. Ошондо мисалы биз мамлекеттин закону дебей эле ошону элдин көпчүлүгү 85% мусулмандар болгондон ошону дагы карап кабыл алып койсо болот да. Мисалы көп жумушта иштегендер жумага жетишпей калып атат, чындыгы. Ал жерде 15% адамдардын укугу деп азчылыктын, биз көпчүлүктүн укугу корголбой калып атат, туурабы? Мурдагы көп кабыл алынган закондор совет кезинде калып калгандагы ошол жума күнгө уруксат бербейт, а базар күнү эс алышыбыз керек. Өзү базар күнү мисалы христиан туугандарыбызды эс ала турган күнү. Алар толук эс алышат, мектептер баары жабык. А бизге мисалы 85% мусулмандарга андай укук жок да, көпчүлүккө.
ошону караштырып койсоңуздар. Чоң рахмат. Рахмат, сурооңузга жооп аласыз. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что нету четких данных статистических, сколько у нас процентов мусульман, христиан, буддистов или атеистов. Но у нас есть другой момент, что когда мы говорим вот эти данные, это социологические исследования, это примерные. И там четко показываются те люди, которые считают себя мусульманами по этническо-культурной принадлежности и также практикующие мусульмане. По последнему социологическому опросу мы выявили, что из тех людей, которые признают себя мусульманами, практикующими является процентов 30, то есть в общей сложности их менее 30 из всей статистики, которую вы. То есть в данном случае у нас есть законодательный орган, который принимает законы нашей страны. Это Джугурку Кенеш. Да. Туда выбираются именно представители народа. И когда народ выберет тех людей, которые будут менять законы, на сегодняшний день этот орган имеет свое право поменять законы, они меняют законы именно в рамках светскости, потому что на сегодняшний день, как бы мы ни говорили, мы первым делом поддерживаем светское государство. И говорить о том, что здесь христианские праздники, или это христианский выходной, я думаю, не совсем правильно. Это общепринятое в мировой практике, по которой мы живем, что это воскресенье уже признано на протяжении, наверное, нескольких столетий как бы выходной день. Но с другой стороны мы говорим о том, что именно тот орган, который принимает закон, на сегодняшний день он поддерживает принцип светскости, и референдум, принятый последней Конституцией, также поддерживает принцип светскости. Поэтому на сегодняшний день большинство наших граждан голосуют именно за это. Спасибо, пожалуйста. Бул 1 сааттык маселени жөнүндө чечип коюш оңой иш эмес. Биринчиден, ал жерде эмгек кодекс бар, күнүмдүк иш сааты 8 саат. Эгерде биз 8 сааттык боло турган болсо, анда 1 саатка узартсак, анда бардыгын 1 саатка узартышыбыз керек да, саат иш күнү 5:30 эмес, 6:30 бүтүп калышы мүмкүн. Анда жумага барбагандардын укугун биз тепселеп атабыз да. Алар чыгыш мүмкүн. Эмне үчүн биз алар жумага кетсе, биз отуруп дагы 1 саат эс алып, анан кийин 1 саат кеч кетишибиз деп чыгыш мүмкүн. Кийинки маселе, анда 7 саат кылып коелу ошол күндө. Бул учурда эмне чыгат? Анда биз негизинен эмгек кодексине өзгөртүү киргизишибиз керек. Себеби жумалык күндүк иш нормативи бар бүт бардык эмгек коллективинде. А бирок бүгүнкү күндө бул маселе боюнча жумага кетип калыптыр деп эч жерде иштен бошотуп кызматтан айдаган жери жок. Адамдар түшүнүп эле ошону бири-бирине жакшынакай эле мамиле кылып шарт түзүп берип атат. Биз ошо менен маселени чечип атабыз. Бул жагынан кээ бир учурда коомдун бири-бирине түшүнүү процесси бар да, ошону да сыйлашыбыз керек. Бир мүнөт телефон чалып бар экен, айтыңыз. Но ошондуктан бул жерде баягы жөн эле 1 саатка узартып койсо эле, анан кийин жумага барып келгенде 1 саат барат, анан келет. Барбагандар эмне кылат ошо 1 сааттык убакытта? Алда маселе бар да. Ошондуктан Кыргыз Республикасы светтик мамлекет болгону менен көпчүлүк диний маселелерде өтө мындай түшүнүүчүлүк менен саясат жүргүзгөн мамлекет бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн Орозо айт, Курбан айт биздеги эң негизги майрамдардын бири болуп саналат. Ал дагы эмгек кодексинде как эреже катары киргизилген. Ошондуктан бул жерде ашыкча эле көп нерселерди издей бериштин менимче кереги жок деп ойлойм да. Бул жерде бул маселе талкууланган, негизи мамлекеттик органдар деле жообун берген бул маселе боюнча. Ошо радио карманын сукпай калса керек. Давайте следующий вопрос. Вот айтыңыз, эфирде сурооңузду, атыңызды айтып бере бериңиз. Ассалам. Мен азыркы эле айтып аткан неме боюнча, негизинен бизде мамлекетте Кудайга шүгүр эле динге болгон неме көз караш туура эле болуп атат. Бир менин өзүмкү жеке ишкана, бирок меникинде мен жума күндү выходной кылсылгам. Воскресенье ишчеп, жума күнү полностью выходной. Балдар саат 12ден уже даярданып, антыментип жумага барып маселе огушуп, кайра келгичейин саат 3 болуп кетет экен. Ошентип мен балдар менен акылдаштырып, давай анан көрө бирибизди менин да жумушум калбасын, силер урушпайын, силер да баягы шашып келбегиле дагы жума күнү выходной кылайлы деп, ал өзүбүз менин жеке ишкана, меникинде толугу менен жума күнү выходной. Мен законду бузбасам керек болмойм. Ал бир жагын алганда да. Анан экинчи алып келгенде демалыш күнү иштешеби?
алар демалыш күнү иштеп алат. Бирок демалыш күнү полностью иштеп алат. Демалыш күнү иштесе сиз 1,5 эсе Ашык төлөп беришиңиз керек болот анда мыйзам боюнча. Жок, мен эч аш төлөп алар иштеген саатына мен төлөп берип атам. Эмне себептен мен воскресенье күнү эс алыш керек. Силер мага воскресенье деген сөздүн майысын түшүндүрүп берилечи. Мен балдардын ортосунда конфликтный ситуация болбош үчүн алар саат 12-де дары атын алып, намазга барып, антимити саат 3-те келип, кайра чечинип, кайра жумушка киргенге даже мындай эме болбой калат да, мындай. Тем более меники бир аз чаңыраак жумуш. Чем баягы конторада сиз бир аз күчөйтүп айтып атасыз. Ошол мечиттен деле барып дары талап ойлой болсо болот. Жума намаз жарым эле саат болот. Рахмат. Продолжим. Эми воскресенье деген түшүнүк албетте бул диний түшүнүккө келет. А кыргызчада бул ишемби. Демалыш. Ой, жекшемби, демалыш. Теперь мы хотим еще вот такой вопрос обсудить. У нас система образования у нас отделена в Кыргызстане от религии и носит светский характер. Но в последнее время наблюдается такая тенденция получить религиозные организации, все хотят лицензирования. К чему это может привести? И чем это вызвано, вот такое стремление? И не нарушит ли это светский характер нашего системы образования? На сегодняшний день предлагаемые в данном случае изменения, это касается четкого разделения светского образования и религиозного образования. Но если определенное учреждение образовательное предоставляет религиозное образование, то оно должно выполнять минимум критерий, технических критерий, минимум критерий, которые необходимы для образования ребенка. Поэтому в данном случае есть наше предложение разделить понятие лицензирования, то есть разрешить работать религиозным учебным заведением после выполнения определенных технических критерий, которые, допустим, будут базироваться именно в рамках этой лицензии. Но ни в коем случае данная лицензия не предоставит право религиозным учебным заведениям получать диплом государственного образца. Только после того, как эти религиозные учебные заведения выполнят все требования по содержанию, которые зафиксированы Министерством образования и науки Кыргызской Республики, они могут получить тот или иной вид лицензии с получением государственного диплома, как теологические факультеты, как вузовские, как школы. Поэтому в данном случае мы хотим четко разделить понятие технических требований и лицензий для технических требований и право получать диплом государственного образца. Это имеют только те, которые по содержанию выполнят все требования, предусмотренные в законодательстве нашей страны. Вот здесь еще один вопрос возникает. Мы, по примеру Турции, теологические факультеты вузов приравнили к светским вузам. Это правильно или неправильно? Как вы считаете? Ну, на самом деле, по понятию теологии, это религиозное образование. Да, это религиозное образование. Но, с другой стороны, мировая практика показывает, что в рамках вот этих предоставлений религиозного образования на государственном уровне или при получении аккредитации также предоставляются общеобразовательные предметы. На сегодняшний день теологические факультеты в большинстве своем предоставляют светские предметы. Это процентов, наверное, 40 общеобразовательные, процентов 30 религиоведческие, тоже светского характера. И небольшой процент идет религиозных предметов. То есть у нас получается пример интегрированного образования, которое взяли там где-то с Турции и других практик. Но на сегодняшний день необходимо называть все свои вещи своими именами. Правильно. То есть если теологический факультет, мне надо говорить, что это не светское образование, а интегрированное образование. Я думаю, в свете новой концепции, которую вы разработали, и принятие соответствующего закона, наверное, будет, и, наверное, к этому надо будет нам внести ясность, потому что здесь путаница имеется. Да, такие эти есть предложения. Так, ну, пожалуйста, Айтер. В целом, лицензирование религиозных учебных заведений, да? Здесь надо сначала изучать в целом количество этих религиозных организаций, условия, какие условия установлены, то есть созданы для учащихся, да? И в последующем уже изучать систему контроля этих религиозных организаций. Почему? Потому что все-таки вопрос идет о религии. Да. О религии. То есть, и в нашей концепции установлено, что государство, ну, в нашем обществе как бы поддерживается ханафитский мазхаб, да,
и так далее. Но настолько религиозное обучение в этих религиозных учебных заведениях соответствует ту мазхаба, которую поддерживает наше государство. Это очень большой вопрос. Да. Почему? Потому что в данный момент со стороны муфтиата, со стороны Госкомрелигии существует системный контроль деятельности религиозных учебных заведений. Но если они получают лицензирование, тогда этот системный контроль полностью аннулируется. Этот контроль переходит в Министерство юстиции и Министерство образования Кыргызской Республики. К чему это может привести? Этот вопрос, и вопрос здесь. Настолько Министерство образования Кыргызской Республики и Министерство юстиции имеет специалистов, а также система контроля деятельности религиозных учебных заведений. В данный момент они не имеют специалистов, не имеют специализирующих отделов. Понимаете? Поэтому здесь в этом вопросе может получиться. Прежде всего, Госкомиссия и муфтиат, чтобы создать условия лицензирования, они должны думать о каком контроле они потом, какой контроль они в последующем будут создавать. Почему? Потому что после лицензирования религиозных учебных заведений можно сказать: ребята из муфтиата или госкомиссии, вы делаете свою работу, а мы подчиняемся только Министерству образования, у нас есть лицензия, да, даже не пускать порог этих учебных заведений. Об этом они должны думать сегодня. Да, здесь с вашими выводами можно согласиться в каком плане. Не могут создать нормальные условия для религиозного образования, плюс еще хотят создать условия для светского образования. А где возьмут источники для преподавателей финансирования, оплаты их труда? Вот это тоже вопрос. Теперь, наверное, на этом мы закончим. У вас есть, если как дополнение к сказанному, здесь у нас был вопрос в отношении государственной экспертизы религиозной литературы. Может, вы коротко скажете, Закир Джаншпурович? На сегодняшний день Госкомиссия по делам религии, она проводит экспертизу литературы, которая ввозится в нашу страну, а также проводит независимую экспертизу материалов, которые нам направляются. Это независимая экспертиза. У нас очень часто путают вопрос судебной экспертизы. Госкомиссия по делам религии судебную экспертизу не делает. Она делает экспертизу как независимый орган, и который может использоваться в суде. А касательно религиоведческой экспертизы, это касается непосредственно принадлежности тех или иных материалов к той или иной религиозной организации или религиозному течению. Поэтому в данном случае такие сегодня у нас находятся в рамках законодательства обязанности и права. У вас есть дополнение? Нет, у меня нет. Ну, тогда мы на этом завершим нашу сегодняшнюю беседу. Я думаю, можем сделать следующие выводы. Государство наше в вопросах свободы совести и вероисповедания все-таки является нейтральным. Ни к одной из религий не отдает предпочтения. Можем так сказать? Да? Второе. Государство не становится на сторону какой-либо религии и религиозного мировоззрения. Это видно было из ответов, и из содержания беседы. И принципы государственной политики в области вероисповедания – это принцип нейтралитета, это принцип толерантности и принцип паритета. Об этом мы убедились. Можем вот такие вот? Да, можно добавить, что государство, государственные органы должны опережать приближающиеся угрозы со стороны да, вот с вашим этим мнением можно согласиться. Вот Госкомиссия по делам религии создали Центр изучения религиозной ситуации, и наверняка вот они же цель этих учреждений, этих мозговых центров так называемых в том и заключается, чтобы давать упреждающую информацию с тем, что государство не как вот в 2008 году оказалось в хвосте событий, а уже опережало. На этом наша передача завершается. Спасибо всем радиослушателям, всем, кто задавал вопросы, особенно нашим экспертам. Очень интересная была беседа. Спасибо вам большое. Вам спасибо.